Бұл қырым татарлық аслында ма, керек ме, жоқ ма? У которых нет образования, у них чуть-чуть другая, у них очень много амбиций, они думают, что у них все получается. 7 утра, чамур, дождь. Ты на объекте. Ты на объекте. Я понимаю, что бизнес у нас становится таким субъектным. Herkes ihtiyaç hakkında düşünüyor. Yani керек ме маңа, жоқса керек ме? Я считаю, что человек, который получил высшее образование, он прошел определенную степень ада. Мы сейчас живем в абсолютно другом мире. Яш несіл бізден да часлы. Чүнки шымды, мына сіз айтқаныңыз кебі, онлайн курслар вирачоқлаштылар. Селям алейкум. В нашей студии вновь бизнесмены и в таком немаленьком составе. И я хочу продолжить разговор про бизнес. Как мне кажется, это важная история. У меня есть несколько гипотез, которые я хочу опробировать, так сказать, в новом составе бизнесменов. Поэтому селям алейкум, хош келдіңіз. Рада видеть вас в нашей студии. Да, вас сегодня много, но нашим зрителям скажу, что такой состав это не про гендерное неравенство, а просто те прекрасные дамы, которые бизнесмены, которые нам всем известны в Крыму. Рабочие графики не совпали с днем нашей съемки. Сегодня мы только в мужском составе, поэтому начнем тогда. Бейлер и Фенделер. Да, главный вопрос, с которого я всегда начинаю, ну вообще любая деятельность, она имеет какое-то, ну скажем так, значение, да, у каждого есть какой-то ниет, как у нас принято говорить, да, или намерение, с которым человек начинает то или иное дело. Поэтому для меня вопрос бизнеса всегда, для чего вы делаете бизнес, да, и к бизнесменам я всегда, первый вопрос, который задаю, именно такой, для чего вы делаете бизнес, что для вас бизнес? Тимур Бей. Давайте я начну. Лично для меня бизнес — это свобода и возможность реализовывать проекты, которые как бы со времен школы всегда в голове были какие-то проекты, идеи. И через направление найма труда, если бы я на кого-то работал, я понимал, что я бы не смог реализовать свои идеи, проекты. И благодаря определенным обстоятельствам, которые выстроились еще в школьные времена, я заметил, что может в жизни быть по-другому, можно развиваться, но для этого нужно быть бизнесменом, ну, как минимум самозанятым, чтобы реализовывать те проекты, о которых ты думаешь. Я недавно разговаривала с одним молодым тоже бизнесменом, к сожалению, не смог присоединиться к нашему разговору в силу занятости, и он озвучил такую фразу, скажем так, или мысль о том, что я вынужден заниматься бизнесом, чтобы реализовывать свои идеи, какие-то свои, свою миссию, скажем так, воплощать. Для вас всех это тоже так же? Это близко. Близко? Да. Наверное, это еще семья отчасти. Почему? Потому что у меня связана именно стоматология. Я третье поколение уже, у меня харбабашка. Традиции. Да, то есть это уже, наверное, пошла сначала связка семейная, а потом это уже воплотилось в бизнесе. Ну, то есть мы уже и втроем здесь тоже связались и организовали одну общую идею какую-то уже дальше. Для вас это работа, миссия? Что это для вас? Мечта, реализация? Для нас, наверное, в первую очередь это миссия, потому что мы до этого тоже работали в найме. И со всех мест, вот, где мы работали, мы немножко по крупинкам собирали какие-то идеи, какие-то недочеты. И для того, чтобы воплотить в реальность ту цель, которую мы преследовали, ну, другого выхода не было, как начать работать на самих себя. Потому что где-то ты там начальнику объясняешь, например, что нужно это оборудование или такие материалы. Не всегда могли услышать. Вот. То есть для вас это такая профессиональная мечта? Да, профессиональная мечта, и это далеко как бы уже не финал. Мы только начинаем развиваться и продвигать стоматологию в Крыму на новый уровень. Интересно. Посмотрим за вашим продвижением. Ленур Бey, мен алет сізден башламадым бұл мевзу, чүнки сіз тәсіл сферадан, да, ойлем мүмкін сөйлеме. Ама сіз үшін недір бұл бизнес? Сіздің бір центріңіз бар, онында Крым татар тіліні огретесіңіз, ве инглиз тіліні балаларымызны огретесіңіз. Сіз үшін бұл недір? Бұл арзу, бұл иш, бұл білмеймін, миссия, недір бұл? Ну, aslında Конфуций не деген еді?
бегенген ишиңнен огыраш да, Мгм. онын акча казанып башла ве өмүр бою иштемесиң деген эди. Яни мен де бунен разым. Менин асыл миссиям бизим жаш неслибизни өстүрмектир, doğru yönelişte өстүрмектир, оларга таасир бермек ве бойлеликнен бизим жашларыбыз илери кетсин де, менин огреткен билгилеримден файдалансынлар келечекте. Мен өз миссиямны бойлой көрөм. Asıl misiya sözü хынтатыржанасың olacak. Öyle sözü var mı yok mu? Шымда акылыма келмей. Aha. Ama sonra yazarsın. Вазифедер, да? Вазифедер, задача öyle Мгм. Tamam olsun öyle. Реально вообще реализовывать через бизнес какую-то миссию? Я думаю, что да. По-другому, наверное, не получится. Не получится? Не, получится, конечно, возможно, все, но это, наверное, один из самых таких результативных рычагов, которые тебя Мгм. намного быстрее приведут к цели, чем найм. Мгм. Вообще история, я почему так развернула, скажем так, нашу дискуссию, да, в эту сторону, потому что, ну, бизнес это законы определенные, да, и вы в любом случае должны ориентироваться на прибыльность и рентабельность, да, и здесь угадать, скажем так, настроение, попасть в определенную потребительскую корзинку, что называется, всегда сложно. И миссия, может быть, ваша не совпадать с ценностями вашего покупателя. Я вот об этом. Так и есть. Да. Как быть в этой ситуации? В этой ситуации, вот, допустим, если взять клинику, мы уперлись в такие реалии, что если мы хотим людям давать качественную медицину, Мгм. это все стоит больших денег. То есть наше оборудование, материалы, ну это все Обучение. обучение. Я сейчас даже не про это. То есть суть в том, что мы вкладываем большие финансы для того, чтобы людям делать качественную медицину. И, к сожалению, возможно, для пациентов это стоит дорого. То есть качественная медицина. И определенная часть людей, ну, не может себе этого позволить. Поэтому мы ловим определенный контингент, Мгм. который приходит и понимает, за что он отдает деньги. За свое качественное лечение, за свое здоровье, так скажем. Ну, в целом Это в есть наших разные портреты клиентов, Мгм. и каждой компании должны быть целенаправлены на свою аудиторию. Это есть, да, там твой предпринимательский навык, видеть спрос, видеть аудиторию, слышать аудиторию. Вначале, когда я только начал заниматься одеждой, это была основная проблема. То, что я не слышал клиента. Это общая такая ошибка. Ты делаешь, как ты считаешь нужным. Да. Не Но то, что хочет клиент. Да, не то, что хочет клиент. И когда в Бахчисарае ты там, скажем, грубо навязываешь свое видение, что Мода Да, именно вот Публика это. не воспринимает. да, публика не воспринимает, и они правы. Это Мгм. прошло время, я скажем, совершил достаточно много ошибок, обжегся, и потом, в будущем, благодаря этому начали появляться вот эти предпринимательские навыки, это уметь слушать, прислушиваться, адаптировать продукт под клиента и в тот же момент уметь улавливать тенденции развития, потому что, к сожалению, лично для меня это, к сожалению, рынок слишком быстро начал меняться. То, что было Почему, к актуально, сожалению? ну, ты можешь годами выстраивать один концепт, но он уже буквально через пару лет становится неактуальным. Ну, И ты это же заново... развитие, это вызов самому себе. Очень много сил положено на то, чтобы прийти к какой-то системе. А потом, когда она рушится, или ты понимаешь, что она перестает быть актуальна, вот как Тимур говорит, все, становится проблемой, тебе нужно оперативно включать опять мозговой центр и адаптироваться Идти под на ногу ситуацию. со временем. И тут не Приходится, да. только мозги, тут и вложения финансов. Ну, Ты, бывает, не естественно. успеешь то купить, и ты должен опять все заново, но по-другому делать, опять вкладывать. Но у нас в стоматологии чуть по-другому, потому что мы не можем то, что нам диктует всегда человек, делать все, потому что это может быть иногда идти против его здоровья. Из-за этого где-то есть момент, где мы можем, да, выслушать желание человека, и где ты можешь сказать, давай тогда лучше не я буду это делать, ты сходишь в другое место, потому что я там могу испортить тебе здоровье тем, то, что ты хочешь. Из-за этого здесь иногда те же приоритеты нужно выставлять, получается.
Менде ise башка болду. Mesela мен инглиз тилинен башлаган едим. Яни бирден кырым татарчаны мен дерс берип башламадым. Кырым татарчадан өзүм студиямда. Не себептен? Чүнки билдим ки белки де шер сакинлери арасында кырым татарчаны öğrenmege талап olmaz олардан. Bu себептен ilk evvela мен инглизче дерслерин башлаган едим. Ondan son insanlarla konuşup олардын фикирлерин алып, кырым татар тилini да кулланып башладым. Yani ilk evvela senin işinden talap olacak mı? İnsanlarda olmayacak mı? Belli değil. Yani isteyecekler mi bunu, istemeyecekler mi? Muvaffakiyetli olacak mı bu taraftan, yok mu? Onu tek vakit geçken son anlap bileceğim. Такой вопрос. Мы не будем спрашивать про ваши цифры, но тем не менее, да, зачем больше приходит, за английским или за крымско-татарским, в том регионе, в котором вы находитесь? Elbette İngilizce. İngilizce çokça. Lakin Neden bağlı bu? Kene de muvaffakiyetle bağlı. Çünkü ana babalar bilirler ki İngilizcenin ihtiyacı çokça. Yani yarın öbür gün bu ballar ösecek. Olar yani endi osmurluk çağından çıkan son balaba yani insan olacaklar ve olar öz hayatını nasıl alıp baracaklar? Yani onlara Kırım Tatar tili yardım edecek mi onların hayatında? Yoksa yok mu? Yoksa İngiliz tili daha onlara faydalı olacak. Yani şimdi bilemiz ki İngiliz tilini herkes anlay, herkes öğrene. Ne sebepten? Çünkü bu halkara bir tildir. Halklar arasında İngiliz tilini kullanırlar. Lakin Kırım Tatar tilinin bu kadar imkanları yok. Kırım Tatar tilinin imkanları şimdi ne yazık ki tek Kırım'dadır. Ama benim vazifem, bir vazifelerimden birisi işte Kırım Tatar tilinin imkanlarını arttırmaktır ve göstermek ki sen Kırım Tatar tilini bilsen en azından başka Türkiye halklarının da alakanı kurmağa mümkün olacaksın. Becereceksiniz mi onu? İşte Bu vazifesini. İlk adımlarını atıp başladık. Bakarız inşallah. Bakarız. Возможно, подсобим. Да, вашими, так сказать, инструментами. Elbette işbirlik olmak gerek. Yani birbirinden çalışmak, yardım etmek. Ну, бизнес бизнесом, но есть разные концепции. Есть ради денег постоянно, но там в этом я вижу только сухость. Все равно эмоции приносят люди. И если у тебя недостаточно хороший контакт с людьми, то, ну, в моей картине мира это сухая жизнь. У тебя может быть все, но при этом у тебя нету ничего. Если у тебя нету эмоций, то значит, ну, и жизнь будет такая без красок. Ваш путь у всех, я так подозреваю, начинался не сразу с каких-то ваших, да, предприятий, назовем это так, да, с ваших инициатив. Вспоминать страшно, что начиналось. Страшно вспоминать. Ну, давайте так, нужен ли вам, пригодился ли вам вот этот опыт в найме? Был он у вас или нет? Ну, давайте с вас начнем, Ленур Бей. Мен işte bu sahada, yani hocalık zanaatının işte 3,5 yıl men çet elde çalıştım. 3,5 da değil, 4,5 yıl çet elde çalıştım. Başka memleketlerde. Yani 3,5 yıl Kıtay'da çalıştım. Ondan sonra aman 1 yıl Türkiye'de çalıştım. Yani başkalarının stüdyalarında hoca olarak. Ve elbette ki eğer de benim bu tecrübem olmagan olsa, anda opытны kazanmagan olsam, tecrübeni kazanmagan olsam, men bugün Kırım'a gelip de böyle bir şey yapıp olamaz edim. Çünkü men anda көрген, anda öğrengen şeylerimni alıp Kırım'a gelip onlarını mında endi kullanam. Yani tek bu taraftan bana yardım etti yani bu tecrübem. У всех там же? Нет, я продолжаю работать в найме. То есть мы параллельно, у нас есть свой бизнес, и я еще в 2 других клиниках веду тот же самый прием. Что вам это дает, если у вас есть, вы учредители одной клиники? Да. Вот он сказал, что мы 3 ортопеда, и чтобы, наверное, 3 ортопеда были полностью в работе, наверное, в клинике, кресел 20 должно быть. Потому что это чуть узкое направление. Можно было бы выбрать, там, например, заниматься всеми и удалениями, да, там, и лечением, и протезированием, но в этой ситуации у нас чуть другая концепция именно в клинике. Почему? Потому что ты не можешь развиться во всех направлениях и быть прям классным там доктором везде.
И лучше выбирать какое-нибудь узкое направление, потому что я думаю, что даже в узком направлении ты не успеваешь посетить все курсы. Потому что очень много, да, как бы развития идет даже узкого направления. Из-за этого у нас выбор стал узкого направления. Мы занимаемся, работаем в своей клинике. И такое же узкое направление я веду приемы в других Вы клиниках, набираете соответственно. опыт просто? Нет, это не опыт Кейсы уже. разные или что? Нет, просто это... Я ж не могу 2 раза в неделю, например, работать, допустим, Мгм. из-за того, что у нас сегодня пока что 4 клиники. Ой, Мгм. 4 кресла. Ой, Всё. хорошая оговорочка, мне нравится. 4 клиники. Ну, молодец. Это очень здорово. грамотная бизнес-модель. Мгм. Иметь фокус на сильном и усиливать сильное. Мгм. Потому что когда ты не имеешь достаточно ресурсов, в его случае это 20 кресел в моменте, значит, те, кто начинают распыляться, допустим, также твои слова повторю, это начать удаление зубов или лечить зубы, или другие направления делать, чтобы в такой бизнес-модели нету развития успеха. Человек либо выгорает, потому что он все равно, он вроде бы делает все, при этом получает почти ничего. Мгм. Это да, это самое Либо не важное. дает качества. И ну, у нас такая же картина с нами, мы все так ездим еще в другие клиники и работаем. И что я вижу в работе найме, как делать не нужно. То есть и мы также, сидя троем, да, обсуждаем все эти моменты, и у нас получается корректировать. То есть мы втроем соучредители одного бизнеса, да, одной стоматологии. Но в первую очередь мы за медицину, а потом это бизнес. Это вот для нас самое важное. И мы видим проблемы внутри других клиник, и стараемся исключить их у нас. То есть, но работы еще очень много. Любей, вот сразу из работы в найма творческому человеку, ну, понятно, когда вы организуете свой бизнес, да, но в любом случае преподавание и языки, и вообще как бы на подход к ребенку это все-таки индивидуальная история, да, или к ученику, да, то есть это не обязательно может быть ребенок. Творческому человеку этот опыт нужен, нет? Найм Да, хакында работать в найме, да. Әлбетте керек, чөнки мен белесем инсан өз-өзенен böyle яп-яңы фикерләрне чыгарып, акылындан оларны кулланып буламас. Yani ilk evvela başkalar bu senin işlеген sahada nasıl işleyler? Olar nasıl bir usul kullanalar? Nasıl bir üslupte çalışalar? Bu şeylerini öğrenmek gerek ilk evvela. Ve bunu men belesem tek başka işe kirip анда bu tecrübeni kazanıp öğrenebilirsin. Elbette sen bütünle öğrengen şeylerini kullanmasan bile en azından beğengen parçalarını alıp olacaksın. Ve öz üslubunu ende uydurup öz biznesini, öz işini devam edeceksin. Образование это у нас уже все, это уже все-таки бизнес, то есть у нас она идет как услуга, и мы можем смело говорить, что образование у нас стало бизнес такой моделью определенной. Мен бакам көрем ki Kırım'da yavaş işte şehirlerde, köylerde endi hocalar öz teşkilatlarını açıp başladılar. Yani men şimdi demeyeyim ki yani elbette mektepler var, bizim milli mekteplerimiz var. Lakin anda kullanılgan usul metodları bambaşka. Ve şimdi böyle yani şahsi stüdyalar yani ayrı stüdyalarının usulları olar bambaşkadır. Ve elbette bunların neticeleri başka. Mesela 11 yıl içinde Kımer'de talebeler İngiliz dilini öğrenip olamay. Lakin stüdyaga gelip 1-2 yılının içinde olar endi İngilizce laf etip başlay. Ana babalar bunu köre ve elbette prioritetini endi bu tarafka verecek. Çünkü mektepler becerip olamay bunu. Ну, себеплері да бар, elbette. Elbette sebepleri de var. В целом, вот в этой нише образование, это как бы в Крыму я вижу как непаханное поле. И то, что делает Ленур, это полностью поддерживаю, потому что вот я недавно стал отцом, вспоминаю свою школу, те этапы, в которых я прожил и где я нахожусь, и понимаю, что при обыкновенном гособразовании ты ни к чему весомому не пройдешь. Потому что лично в моей жизни был этап школа, был этап колледж, наступил следующий этап, когда ты прошел
сколько, 19 лет, да? На возрасте 19 лет это уже немало прожито. Ну, определенный опыт жизни. И ты оказываешься в новых реалиях, а что дальше? И мне благо совпали обстоятельства, там я попал в нужное окружение, в нужное время. И это в тезисе, там учился я на ландшафтного дизайнера, и была возможность начать практику уже в Европе в одной фирме, ну, на самой низшей должности. Но, скажем, после колледжа горят глаза, хочется увидеть весь мир. И я был очень счастлив в то, что мог воплощать свои амбиции там. Но сразу же пелена розовая закончилась в первый же день работы. Почему? Потому что система образования, она некорректна. Нам в колледже рассказывали абсолютно другую картину мира, где мы в воротничках, там, грубо говоря, визуализируем, что я такое пришел с кейсиком, в офис, сел, открыл ноутбук, рисую проект и чертежи ландшафтные. Потом выехал такой красивый весь на объект. И реальность. 7 утра, чамур, дождь. Ты на объекте, таскаешь камни. Система образования, она не дает никакую реальность, в которую ты окунешься после завершения колледжа. Я вот здесь вас перебью, Тимур Бей. Почему? Потому что многие, ну, есть такой стереотип среди молодежи, считают, что вот сейчас ваша фраза прямо ляжет им в уши, что называется, да? Чтобы быть успешным, образование не нужно. Образование очень Поясните нужно. эту мысль, да, вообще нужно ли образование для того, чтобы стать бизнесменом и для того, чтобы быть успешным? Ну, если была бы возможность отмотать назад, я бы отдал бы все, что было образование. Просто родители, которые нас смотрят, они должны понимать, что если вы хотите, чтобы ваши дети пришли к чему-то глобальному, вы им должны направить и дать возможность получать правильное образование. Мы сейчас живем в абсолютно другом мире, нынешнем. Да? Появились нейросети. В целом, через пару лет наша жизнь сильно поменяется. Она уже меняется, но она и не сильно еще затрагивает. Но я прям чувствую, еще год-два, и она начнет прям сильно нас, она полностью переворот сделает. Получить образование, вот эта оговорка уже станет у родителя. Образование, вот оно бесплатное. Открой YouTube, и ты можешь на основе YouTube большую часть профессий получить. А нет ощущения то, что мы сейчас рассуждаем уже чуть-чуть в другом возрасте, а мы сейчас говорим за людей, которым 16-17 лет. И вот в этой, мне кажется, всей истории, то, что когда мы затрагиваем тот возраст, какой процент людей может сесть и сказать: так, я вот определился, я иду сюда, знаю, я готов идти на курсы, обучаться в узких там нишах и тому подобное. И, скорее всего, образование важно, но я бы так сказал, в медицине оно важно обязательно. Если мы говорим за другие, в принципе, области просто как бизнес, да, хотя бы начать нужно. А ты можешь уйти на 3-м курсе. Вот если ты определился, ты ушел в узкую нишу, тебе не обязательно заканчивать там 5 курсов или 6 курсов. Можешь уйти на 3-м, но если ты стоишь твердо на ногах уже. Талята, я считаю, что человек, который получил высшее образование, он прошел определенную степень ада. Да, то есть, ну, на самом деле, он научился медицинский, само там собой. Точно ад. Да, и я хочу сказать, даже на найме, на работу, когда приходят сотрудники, очень ярко видно людей со средним медицинским образованием, или пусть даже просто со средним образованием и с высшим. Когда человек закончил университет, этот человек умеет коммуникации как-то наводить, то есть где нужно, он понимает субординацию, он может быть, где нужно, потише, где нужно, он может сказать. То есть у него есть определенная система, по которой нужно двигаться. С этими людьми очень легко вот как-то наладить контакт. С другими людьми, у которых нет образования, у них чуть-чуть другая, у них очень много амбиций, они думают, что у них все получается, и тебе очень сложно им управлять, в целом что-то ему говорить, он тебя не хочет слушать. Но самое глобальное в этом проблема, что это больше даже в Крыму. У любого ребенка сегодня спросить, что ты хочешь делать? Я буду бизнесмен.
Вот. Но, как показывает практика, Или блогер. Бизнесмен превращается в темчика, а потом из темчика в найм. да, А все почему? Потому что, к сожалению, нету в нужный момент какие-то, ну, я не знаю, как это назвать, трамплины определенные. нужных людей. Менторство. Либо Давайте проговорим про это, да, Да. про Было менторство. бы менторство в те года, Мгм. я уверен, на сегодняшний день я сделал бы x10. Мгм. Да, конечно, обязательно нужно самому прожить и наделать ошибок, это неотъемлемо. Но если кто-то пару фразами тебе сократит 5-7 лет твоей жизни, Это супер. потраченные непонятно на что, Мгм. и это в моем окружении тоже есть намного младше меня. Такие, ну, я бы не сказал, что они начинающие предприниматели, устоявшиеся. И мы когда обсуждали, они все в один голос говорят, лучше бы я, чем вот это брать на себя всю эту ответственность, падать на дно стресса, потому что есть амбиции, но нет знаний. Это приводит к тому, то, что у тебя потом нет денег, у тебя есть нервы, и есть обязательства, и чаще всего у тебя еще есть долги. Вот. И если человек имеет хребет, он как бы пройдет путь, чтобы вернуть долги, и со временем к чему-то придет. Но есть другой путь. Я его встретил в Европе. В целом я его сам понимал. Вот если поднять тему, ты закончил колледж либо институт, что дальше? Дальше самый лучший способ — это пойти в успешную компанию. Получить там опыт условного гуру. Да, там поработать, не выпендриваться. Я понимаю, что это очень сложно. Вот я себя вспоминаю, меня же в Германии уволили через 2 месяца на ту фирму. Потом была другая фирма. Потому Там что через 3 месяца уволили. Буд был тяжелый. А? Буд был тяжелый. Но в целом, ты когда же зеленый, у тебя Табиаты Ага. ағыры. Ты оцениваешь И себя ты дороже, с чем... реальностью ты Да. ничего не понимаешь, как есть на самом деле. Ты думаешь, что ты самый умный, а там как в покере. Если ты сидишь 10 минут и не понимаешь, кто самый умный, кто выиграет, то значит в этой компании самый глупый ты. Также и тот путь. И жалко всех тех, на кого я работал, и Чоксару, что они меня вытерпели, то, что к чему-то там направили. Вот эта история про менторство, насколько она в сегодняшней нашей культуре, в прошлом у нас такая история была, да, вся эта ремесленническая культура и отдать в подмастерье, да, где кемик безден, этлерес изден, гальбауле в вареде, я созу. Насколько в сегодняшних нас, крымских татарах, есть эта история про наставничество, про менторство и про то, чтобы поделиться с человеком опытом? Не пожадничать, как я говорю. Ну, Есть такая история? Вот Есть мой, проблема. вот мой ментор. Я когда-то пришел к нему ассистировать, Мгм. и сегодня вот мы в С таких каких реалиях. побуждений? Я хочу сказать, что я согласен с Тимура словами по поводу образования в университетах, в целом государственного образования. Оно неадекватно Оно- сегодняшним реалиям? Оно не совсем адекватно, но оно является базовым и нужным. В Ну, в любом вашей случае. сфере это В нашей по-любому. сфере это однозначно. Здесь не оговариваю. А Учителя, в- медики, это Да. само собой. Да. Да, о некоторых других сферах, как сказал Талят, можно там базу узнать, и если ты понимаешь, что ты уже там превзошел какой-то уровень или дальше тебе это не нужно, можно уйти и развиваться уже с помощью курсов и там каких-то вебинаров, ютуба. И все это действительно на самом деле формирует твои знания лучше, чем то, что преподают в некоторых университетах, там по старой школе, по книжкам, которые еще при СССР, материалов, которых уже на сегодняшний день уже даже не производят. То есть это на самом деле очень такая большая проблема, именно касаемо образования сегодня государственного. Касаемо менторства, не нужно учиться у одного человека, потому что ты взял у одного человека то, что тебе подходит, потом еще у другого взял. Это все нужно как-то комбинировать и применять то, что именно нравится тебе. Ну, самое важное — желание. Да. Да. Вот В целом, да, вот образование, оно неправильно. Типа, тебя сразу в какие-то рамки, мне кажется, этому государству не выгодно иметь
слишком много образованных людей на сегодняшний день, тогда Такой инсайт сейчас был, да? Тіл жетімденде Сейчас выпуска не будет. пек ярамай бұралды. Doğrusunu Ну, айтсам. об этом никто не спорит, определенно, что оно уже давным-давно запоздало за теми потребностями. Я, кстати, недавно слышала слушала какой-то подкаст, там была фраза тоже об образовании, там была фраза, что почему нас не учат платить коммунальные услуги оплачивать, и мы приходим и не знаем, как заполнять, да, то есть либо знания должны быть абсолютно предметными, да, и привязаны к каким-то потребностям, и либо это должно быть, ну, исходя из тех реалий, да, там, искусственный интеллект и прочие вещи, когда у нас тут роботы уже все делают, а мы тут еще что-то Ну и там. сегодня есть такая проблема, вот вы, возможно, слышали такое есть понятие, как учитель и преподаватель. Мгм. Оказывается, это разные вещи. Ну да. Вот. Оказывается, учитель, да, вот он будет тебя обучать, вот, и у него цель, чтобы ты это вот знал. А преподаватель, как в университетах в целом, я не знаю, сейчас в школе учителя или преподаватели. Учителя. Вот. А чаще урокодатели. Вот, скорее вот так сегодня, да. То есть, а преподаватель, он тебе дал информацию, ты ее принял, Мгм. молодец. учителя Не это, наверное, принял. школа, а преподаватель это, наверное, уже институт. Ага. Там уже От они тебя не зависит. привязываются. Да. Бұл жиеттен асылында яш несіл бізден да часлы. Чүнки шымды, мына сіз айтқаныңыз кібі онлайн курслар вирачоқлаштылар. Да. YouTube Аллаға çok şükür çalışa. Zorlayan ama çalışan. Zorlayan ama çalışa. Ve şimdi тілні öğrenmek istesen, мектепте öğrenemedin, yaxşı. Университетте öğrenemedin şu тілні, yaxşı bir şey değil. Lakin insanın öz istegi olsa, o YouTube'da tapar o şeyini, açar, bakar. YouTube'da değil, endi искусственный интеллект. Endi kayda istesen, istesen Britanya'dan, istesen AQSh'dan, yani Qo'shma Shtatlardan bir hoca tap, to'lamaga de imkonini taparsın ve işte til tashiyicidan da öğrenmege mümkün şimdi. Bizim öyle imkanlarımız yok idi. Biz yani yaşça У нас olganımızda. была книжка ГДЗ. İşte. Готовый домашний Страшная задание. книга. между Это прочим. максимум Страшная книга. из Мы нейросети. заговорили о очень интересных вещах, да, об образовании и так далее. Я хочу, чтобы сейчас наши зрители не поняли, там, скажем, неправильно, да, что в любом случае нужно получать образование. Образование, оно В любом очень случае. важно. Не просто диплом, да, а именно хотя бы для того, чтобы понять, кто ты и для чего ты, да, все твои интересы. Это, во-первых. Во-вторых, вот эта история про, ну, вы сейчас молодое поколение наших бизнесменов, да, в любом случае, и я всегда, когда вижу молодых бизнесменов, спрашиваю, один и тот же вопрос задаю. Чем вы отличаетесь от бизнесменов нашего старшего поколения? Вот это очень классный вопрос, потому что вроде бы вот я рассказал то, что 3 поколения стоматологов, и У это вас все. в натуре это можно наблюдать, да, эту эволюцию? И тут такая ситуация, что нам сегодня реально легче. Вот это могу сказать. Потому что раньше те, кто становились бизнесменами, было ниш в разы больше свободных. Их можно было, вот, то есть были сильные взлеты, то есть можно было легче взлететь, но палок, которые колес составлялись, было больше, и можно было также упасть. Сегодня можно медленно, но уверенно расти, если есть желание. И раньше, если то поколение взять, оно было все в разъездах, в переездах, там, да, и тогда никто за бизнес не думал, ой, это мое хобби, я бы вот этим занялся. Все занимались ради того, чтобы чисто заработать денег, принести в семью, там, построить дом и тому подобное. Вот даже взять моего отца, когда они сюда переехали, точно так же он за стоматологию не думал, как за хобби. Они вообще с Турции возили помидоры в этот момент, потому что стоматологом ему невозможно было работать здесь. Потом уже дальше подключилась стоматология, и как бы то хобби, которое, возможно, были эти помидоры, оно ушло в сторону, и он продолжил ту же самую Так себе стоматологию. хобби. Да. Это очень Я серьезно говорю, из доходит. этого, сегодня больше реальности того, то, что ты можешь в первую очередь подумать, это мое хобби, а потом давай я из этого сделаю бизнес. А раньше это было, скорее всего, чисто бизнес ради заработка, и все. Ну, выживать надо было людям. То поколение, кто действительно что-то добился, это такие люди крайне не с хорошим табиатом и крайне неприятные, чаще всего люди. Да. Хороший. Я бы поспорил, это были смелые отчасти люди, Да, и они которые замученные. глупые и смелые. Знаешь, почему глупые? Потому что лезть туда, куда они лезли, вот взять образно даже вот, там, не знаю, твоего отца, моего отца, которые дошли до определенных сегодня, да, там, в бизнесе успехов, если их послушать,
был пройден реально сложный путь. От виноградников там, да, образно, до каких-то там точек на рынках и так далее, и так далее. И все было, Теплицы. да, теплицы, редиска, это все, они проходили реально сложный путь. Но, опять же, если бы кто-нибудь их направил бы или просто сказал, идите вон туда, было бы им намного легче. И сегодня, Никто бы возможно, их было не бы... направил, потому что время, в Наоборот, которое они только состоялись, помог, это да. было новое время, и никто не знал. Все вот методом проб и ошибок тогда Да. разбирались. Мне кажется, еще важное отличие этих поколений заключается, ну вот поколение бизнесменов заключается в том, что сегодня бизнес — это не просто про продажу товара или услуги. Бизнес — это прежде всего про создание образа и какого-то настроения. И если вы сегодня не добавите эту добавочную стоимость, извините за тавтологию, то очевидно, что бизнес не будет успешным. Очевидно, что вы как бы, не выделитесь среди прочих, да, при предложении товаров либо услуг и проиграете эту историю вот за выживание бизнеса, да, и не только за выживание, но и за развитие его. Насколько это тяжело, да, насколько мы успешны в этом. То есть мы, крымско-татарские бизнесмены, понимаем эту историю. Я сейчас про вас молчу. Да, я чувствую, что вы это знаете, вы нашли этот путь, а вообще как бы вот... Готовы ли мы продавать вот эту эмоцию, продавать это настроение, продавать этот образ? Насколько это стало таким, инсайтом для всех, скажем так, наших крымских бизнесменов? Мы все делаем для того, если в наши социальные сети зайти, в том году мы получили награду от самого такого серьезного бренда в стоматологии, там Riviline сегодня, вот в том году мы получили награду как самая медийная клиника среди определенных социальных сетей. То есть у нас постоянно мы стараемся людей радовать. Сегодня другое время. И сегодня наша задача, чтобы людям было это не просто получить услугу, а чтобы они пришли, это максимально крутой сервис, это очень много, допустим, ситуаций, где можно сфотографироваться, то есть крутая локация, и люди получают свою эмоцию, то, о чем вот мы говорили. То есть мы стараемся над этим. Ленурбей, в вашем случае, да, создать дополнительную историю привлекательности, да, и как конкурировать? Иште бақыңыз, мен балалармен çalışам, doğru mu? Балалар için эмоция, yani duygu, bu en böyle mühim şeylerden birisi, doğrusunu айтсам. Çünkü eğer de bala birinci dersime kelip de men onu күлдіріп olsam, yani күлдіріп дегенім, yani öyle bir muhit yaratsam ki dersimiz içinde, o balacık kuvansa, beğense bu dersimni, o son baracak ana babasına diyecek, men beğendim bu dersini, men daha katlamak isteyeyim. Ondan son anası babası başkalarına da diyecek, mına bu hocаны bizim balamız beğendi. Böylelikle işte insanlar benim hakkında bilip başlayırlar, o birinciden. İkinciden, elbette ki benim studiyada bergen tahsilim başkalarından nenen farklana, mesela eski Kırımdaşımda çalışam, nenen farklana başka studiyalarda olar oyun şeklinde derslerini geçirmey. Yani yarı oyun, yarı tahsil bir şekilde geçe benim derslerim. Yani biz ballarının hep oynayımız, her vakit bilmem ne hareket etemiz. Yani olar bütün ders mınale mektepteki dayın oturmaylar. Elbette. Elbette. Yani muhit pek mühimdir ve ballarda ana şu doğurgan emosiya var. Kümerde ana babalar ballarını getire, tek bala o yerde vaktini güzel geçirsin dep. Bilesin? Tahsil oyunda ikinci planga geçe. Birinci planda bala kelsin, rahat böyle güzel vakit geçirsin. Ozun işte akranlarının. Вы знаете, мы уже немножечко поговорили про вот эту добавочную стоимость, да, в формате там эмоций, дополнительных образов и так далее. Но вот анализируя все то бизнес-пространство, которое у нас сегодня есть, в том числе и ваши проекты, Тимурбей, я понимаю, что бизнес у нас становится таким субъектным. Некоторые наши бизнесмены несут эту миссию. Насколько, скажем так, этот бизнес помогает вот сохранить как бы традиции, помогает наладить эту коммуникацию, да, и в первую очередь здесь про внутрибизнесовую, скажем так, коммуникацию, про партнерство и так далее, да. Мне всегда интересен вопрос, мы все еще индивидуальные предприниматели, да, которые, как говорится, озбашенно придумывают что-то и так далее, да, и живут какими-то своими стратегиями и задачами, либо мы стараемся вот, масштабироваться не только в объемах бизнеса и продажах, но и масштабироваться в наших горизонтальных связях. Насколько мы в этом контексте выросли, либо не выросли, Тимурбей?
Не смущайтесь. Я бы, наверное, даже через другую призму попытался бы рассказать. Давайте. Вот особенно ситуация наша крымско-татарскую, если мы разбирать будем с этой стороны, именно через трагедию, да, вот народа. Если мы пойдем с этой стороны, то мне кажется, триггером сработала такая ситуация, что у человека вот ему там не помогли когда-то, его обидели, да, вот если брать общее как бы народное такое. И многие крымские татары сегодня идут в медицину. Почему они идут туда? От страха отталкиваясь того, что я лучше кому-нибудь помогу, чем мне навредят. И это тоже сказывается поколениями на том, что мы идем в какую-то сферу обслуживания, где мы сделаем что-то лучше. И вот, наверное, через такую призму тоже интересный взгляд будет, а не как у нас То есть идет мы это создаем сегодня. свои товары и услуги для того, чтобы создать такую замкнутую, условно говоря, сеть, если так можно, да, которая включает все виды нашей деятельности для того, чтобы сохранить вот эту Для безопасность. чего мы создаем? Если развиваться через чисто крымско-татарские мотивы, на этом кто умеет читать, он понимает, что ты ничего на этом ни к чему не придешь. Это чисто вопрос цифры, количества людей. У нас, допустим, прошлый год была стратегия в первую очередь для самих себя выстроить качественный продукт. Есть такая поговорка: если хочешь съесть слона, ешь его по кусочкам. Частями, ну. Да. Был, допустим, проект Урба. Это для развития бизнеса важный проект в сфере текстиля, да, там, одежды. Есть инноваторы, как Асия, кто, скажем, очень сильно вложилась и создал такой массовый инфоповод, который помог этой индустрии дальше развиваться. Да, первый виток. Также было после Урба интервью на Катар. Там поднимались эти темы развития. Там мне задали вопрос, как вы в мир планируете идти, что вы планируете делать. Я там задумался. В мир с таким фундаментом, в мир даже не стоит нос совать, ты абсолютно что никто. с нашим фундаментом не так? Ну, в плане, в моей нише, это нужно проделать большой путь. Тебе нужно много чего выстроить, познать. Как можно говорить о моде за пределами Крыма там, или страны и сразу уйти на мир, когда ты еще зеленый, скажем так, у тебя ничего, опыта нету. Поэтому на том интервью я отчасти задумался, и тогда я ответил на этот вопрос. То, что начнем по кусочкам. Сначала сделаем продукт, который нашей аудитории не от того, что мы там маркетинг сделали или еще что-то сделали, а то, что действительно это такой продукт, который ты хочешь носить. У нас до сих пор фокус идет в этом. Это должна быть та одежда, которую ты одел, цена, качество, дизайн, идеи в самих. Это все то должно быть, тот сервис, который ты хочешь. Допустим, Ленур, то, что он дает очень вообще грамотный подход. Да? Воодушевляет детей, прививает детям любовь к учебе, это видят родители. И только это вообще очень такая глубокая для меня тема. Если бы в школе правильный был бы подход прививания к образованию, то большинство бы проблем не было. Я помню свои школьные годы, у меня только отвращение от всего этого было. И ты потом таскаешь бетон, и с этого бетона потихонечку в себя приходишь и сам себе уже выстраиваешь путь, если есть желание. А есть те люди, у кого желания нет, и они продолжат этот бетон до конца жизни. Также и ребята, они эту сферу очень быстро развивают. Там действительно высокий сервис по всем меркам. И вообще в Крыму, в стоматологии много кто уже имеет высокий сервис. Я, знаете, про что вот и вы сейчас говорите, и я от многих других слышала такую мысль о том, что мы как бы закрываемся и ограничиваемся вот в рамках своей аудитории, то есть мы создаем товар для своих
И это нам, собственно, мешает не только просто про бизнес, да, расширять этот бизнес, но и мы боимся вот эту вот свою традицию ретранслировать вовне. Да? Мы сомневаемся в ее рентабельности, скажем так. Да? Хотя у нас есть прекрасные проекты и удачные проекты, такие как ваш проект, да? То есть когда вашу продукцию покупают, несмотря на все те символы, которые там находятся, да, В на целом вашей очень одежде. приятно, да, то, что Есть проект Храмхавес, который, ну, достаточно успешен и как бы стал одним из... Да, естественно. Ну, качество тут само собой, но они бы не состоялись без качества. Вот. И сегодня есть в медицинской сфере такие же проекты, которые, ну, несут в себе какую-то символику, как минимум в названиях, как минимум в лицах, да, и крымско-татарский бизнес появляется, скажем, такая ассоциация, как качество, да, это... И те, кто не побоялся выходить вовне, те получают первые дивиденды, хорошие дивиденды. Насколько у нас, скажем так, понимает наш предприниматель перспективность, боится ли он выходить за пределы этого крымско-татарского круга клиентов, либо не боится. Меняется ли в этом смысле его, ну, скажем так, ментальность нашего предпринимателя или нет? Ну, я хочу сказать, что не боится, потому что если мы будем, как вы сказали, быть в замкнутом кругу, то мы далеко не пойдем. Поэтому мы себя не позиционируем там как стоматология или там бренд одежды для определенного круга людей. В Крыму есть два типа бизнеса. Я скажем, современный. Это когда максимально ты увеличиваешь объем сервиса и качество своего сервиса. А есть, ну скажу, постсоветский формат бизнеса. Оли олар, большой алмаз, как турки. И в целом за это, мне кажется, у них много проблем. Типа, человек не думает о своих клиентах в моменте. Урвал, все доволен. Отлично. Не урвал. Плохой день. Плохой день, да. Найдет оправдание, почему все плохие. В целом, сейчас идет переломный момент. Все те, кто был с таким подходом, за ближайшие 3 года все закроются. Я уже вижу. В целом, там, допустим, тоже текстиль. У нас есть в этой сфере огромные проблемы. Есть такая инновация, которая скашивает половину бизнеса в Валберес по всей стране. Маркетплейсы. Да, в целом, да, не только Валберес, все маркетплейсы. Потому что в той бизнес-модели клиент, царь, бог, он диктует свои условия. И мы улавливаем, да, эти тенденции, и мы понимаем, что всегда нужно только развиваться, чтобы быть конкурентоспособным. Европа это уже давно прошла. Амазон в те времена, он съел рынок. Огромные корпорации, которые даже, это и мировые бренды. И не хочу ошибаться, не помню в каком году, в 16-м или 17-м, Adidas и Puma половину своих магазинов по миру позакрывал. Они меняют бизнес-модели. Также и я стараюсь не зацикливаться. Сейчас нужно быть очень гибким, нужно уметь быстро адаптироваться к новым условиям. И мы начали с вот этого курса, который всем сейчас известен, одежда, с крымским колоритом, традициями. Ну, в нашей одежде идет часть истории. Мы это будем продолжать. Но это не единственное, да? Да, но это не единственное. Во-первых, мы это будем усиливать. Во-вторых, мы уже работаем над другими проектами. Один из проектов, допустим, вот вы видите, наверное, да, очень много компаний стало нам обращаться для пошива личного мерча. Я как тот, кто, создавая свой мерч, пришлось сделать большие инвестиции. Это в оборудование, это в изучение этого всего. Способы брендирования, их 1000. И каждый из станков начинается от 500 тысяч минимум, чтобы хоть каким-то способом забрендировать. Вот. И потратив целый год, 2024, это у нас был год отработки гипотез. Поэтому, кто за нами наблюдал, у нас как этот ветер.
Не, ну слушай, за этот год у тебя рейтинг доверия у тех клиентов, которые идут, допустим, к тебе в магазин, он очень сильно вырос. По той причине, что тебя было слышно и видно, ну, в многих, допустим, там и в социальных сетях, и в целом просто идешь по Симферополю и видишь очень много ребят там с футболками и Ну, вот, девочек. например. И сегодня и мы пришли к тому, что полностью, хотя и до этого покупали одежду в магазине. Два момента. Ну, во-первых, можно ли сказать, что крымско-татарский бизнес сегодня, ну, давайте так говорить, что средний, условно, и малый бизнес сегодня формирует вот эту атмосферу бизнесовую в Крыму или как-то влияет, да, то есть очевидно, что он является неотъемлемой частью, да, крымско-татарский бизнес, но определяет ли, там, я не знаю, тренд, определяет ли настроение, если не тренд, то как минимум настроение или нет, как по вашему ощущению? Вот про тренд в стоматологии очень сильно связано. Даже если мы окунемся, когда было там, ну, крепостное право и тому подобное, Это даже далеко копнули. да, но там была история в том, что у многих крестьян, например, были белые зубы, но был тренд на черные зубы. Почему? Потому что у более элиты был сахар и шоколад в тот момент, и ты считался очень крутым и богатым в то время. Потом у нас, ну, относительно недавно тренд там на золотые зубы был, на какие-то бриллианты на клыках, да, там ставили. Сейчас там, допустим, раньше были белые-белые виниры, сейчас более натуральные стараются делать, красивые там с внутренней структурой. Так что, в Или принципе... брекеты. Раньше было не Не, модно я, знаете, носить, я про сегодня- тренды. Между Тон- коллабар, я понимаю, чем. Тон, да. который задает крымско-татарский бизнес, он Мгм. ощутим, он настроение это заметно, то есть насколько Ну, это заразно, простите, в хорошем мысль смысле. понял. М. Ну, каждый из нас, кто за столом стоит, мы ни по чьи тренды не подстраиваемся. У каждого своя миссия самим задавать тренд. Да. Ребята в стоматологии задали абсолютно свой тренд. Не было у них, если вы смотрели в соцсетях, огромные охваты. Мгм. Они нашли свой способ, свою интерпретацию. Мгм. Ленура у меня в ленте постоянно выплывает, да? Потому Не что только у вас в ленте выплывает. потому что он нашел свой способ диктовать свой тренд. Мгм. Да? Буквально игра в кальмара. Мы как бренд Dev стараемся задавать свой тренд. Ну, и это только начало. Мы в процессе Я стартапа. понимаю, да, что у вас еще много перспектив. Есть еще одна история, которая мне всегда интересна, особенно как политологу, по поводу того, что, ну, мы всегда видим общество вот своим каким-то, через свою оптику, через свой какой-то профессиональный взгляд, и мы точно не смотрим на него как на клиента. Да? Вы, ну, скажем так, для вас тоже важны настроения в обществе, да, вы тоже следите за поведением покупателя, да, там, своего товара либо услуг, и как мне интересен сейчас ваш взгляд, да, взгляд предпринимателя на общество, каким вы видите наше крымско-татарское общество, что вот поменялось за это время, чем, скажем так, руководствуется, какими, я не знаю, ценностными ориентирами руководствуется наш крымско-татарский обыватель, виноват. İşte evvelki degenim gibi herkes ihtiyaç hakkında düşünüyor. Yani kerek mi o bana yoksa kerek mi? Ballarıma kerek mi bu ya kerek mi? Men bilesem şimdi halkımızın arasında ayınık insanların sayısı çokça ola. Yani onlar endi düşünüp başladılar. Bu Kırım Tatarlık aslında bana kerek mi yok mu? Onun nasıl bir faydası olacak benim için? Men bakam göreyim ki men eski Kırım'ın halkını şimdi alayım. Ballar, мына 10 yaşına kadar ballar, олардан 100%-дан belki bir 50%-ı ana tilini bileler. Yani böyle bir tendensiya görüyorum. Mesela bizim nesilimizden ana tilini sanki azca insan böyle. Azca, siz galiba biraz azlaşırsınız bu ne şu rakamlarını. Bana göre böyledir. Yani bizim nesilimizden men bakam görüyorum insanlardan laf ettim. Onlar ana tilini o kadar yaxşı bilmeyi. Lakin yaş nesil bilip başladı. Ne sebepten? Demek ki ana babalar bakalar görürler ki ana tili bizge kerek. Onu öğrenmek gerek. Ve elbette ki İngiliz dili aynı şu seviyeye geliyor. Ваш взгляд на общество, да, поменялось оно? Да. Каким вы видите Общество очень сильно поменялось, оно становится, как бы это ни звучало, более образованным за счет
соцсетей, интернета, люди приходят уже начитанными и, зная свою ситуацию, они уже чуть ли там не подсказывают доктору, что именно нужно делать. Если раньше было так, что там, если зуб заболел, все, его надо удалять, например. Это вот далеко в прошлом. Сейчас они уже знают, что надо полечить, как надо полечить. И на самом деле это все задает тренд о заботе здоровья своих зубов. И люди более тщательно теперь к этому относятся и следят за этим, регулярно приходят в То есть стоматологию. для крымских татар наконец здоровье стало Да, важной историей. очень сильно, да. Не это всё построить поменялось. дома, а сделать зуб уже Ну, начинается. я Да. в правочку иду. Просто дома построили. Ага. Да. Ага. Давайте Станция заедем Крым. в спальные районы Мгм. и убедимся, то, что одно поколение выложилось на 100%. Дома построены, но ремонт еще не законченный. Ну, у многих и Это ремонт как уже. потому правило. что разговор о то поколении. Допустим, сегодня, когда встает вопрос о постройке дома, до вот открытия клиники, я принял решение, что нам вот, ну, отчасти вот у всех какие-то есть финансовые там моменты были, проблемы, и все равно мы решили, что дом потом построится. Надо сегодня вкладывать в бизнес, сегодня нужно работать, и завтра построишь дом в своей мечты. То есть цель была такая. То есть то поколение, оно С работало по-другому. противоположным. Да, абсолютно по-другому. Свои мечты откладывали на потом. Да. Но мне У кажется, них это выхода важная не было. история. Да. Оқыту жейтінден де aslında böyle bir yöneliş peyda oldu. Mesela bizim ana babalarımız ne deydi bizge? Бар балам оқу. Оқу, тәсілің olmağa керек. Бар университетке оқу, оқиjan. Yani benim böyle bir nemem yok edi. Belki ben barıp okumayım. Yok, sen barıp оқиjan. Böyle bir şey var edi. Şimdiki ana babalar олар енді башқача бақа балаларына. Істемесең Var оқыма, mı? істемесең оқыма. Ama ненен оғрашажан? Yani mesela бала тілні öğrenmek istесе, енді оны студияларға берелер. Ya da başka bir şeyden uğraşmak istese, onu başka böyle stüdyalarga yiberelер енді балаларына. Yani bu taraftan da değişmeler енді peyda olup başladı. Ну, Гүзел. Тимур Бей, вы замечаете какие-то изменения? Вот изменений очень много. Допустим, если лично за меня брать, я начал в 2020 году Я не про вас, я сейчас про общество. про общество. Ну, Cemaatin parçası da o. ситуация была. Первый магазин в городе Бахчисарай, 20 год. Я открыл магазин, пошел первый период, и у меня у магазина большая панорама была, смотрю в окно и начинаю мыслить, кто мои клиенты. По улице идет 3 мужчины, один одет в плавках, не понимая, что это плавки, он их использует как шорты. И в майке. И в целом я словил... А зачем я вообще... Для кого? Вообще я правильно нишу выбрал? Может, я ошибаюсь? А сейчас в целом... Он ходит в плавках и в футболке. Сейчас в целом люди не просто одеваются, они стараются собрать образ. Они понимают, что лук — это не то, что в еду, а то, что Это не лук суван. — это не слова. Это образ. И подбирает цвета, понимает лекала. И в целом в Бахчисарае уже очень много взрослых. Ладно, молодежь сама собой не хотят одеваться. Но взрослые, которым раньше на одежду было абсолютно наплевать, даже Харбабашку вспоминаю. Оля Гузель, кеток. И в мир, и в пир, и на свадьбу один образ, на все случаи жизни. Но сейчас потихонечку. Особенно центр Симферополя взять. Молодежь довольно это почти приятно как, одета. да, почти Раньше вот абсолютно не то, что неприятно, омерзительно. Потому что Вспомним школу. был контраст. Я когда вернулся в Крым и вспоминаю, насколько там продвинутая молодежь, и первый вот этот там 17-й год, но это был дефицит, понимаете? Потому что реально было сложно завозить. Вот эти поставки, экосистема в Крыму поменялась, поэтому это создало определенную группу людей, кто вот эти 5 лет, которым на одежду абсолютно наплевать. Им, наверное, и до сих пор большинство наплевать, потому что они застали этот момент, когда можно было одеваться, предложение было не больно качественно. Просто оделся и оделся, других проблем вот так хватало. Но сейчас Аллах бин шкур, времена меняются, у людей хватает времени уделить на свой внешний.
Вот исходя из всего того, что мы сегодня с вами наговорили здесь, да, что и, скажем так, все то, чем вы занимаетесь, оно меняет и наше общество, и вы дарите какую-то, ну и не только, скажем так, эмоцию, но еще и определенный образ, да, и вид. Можно ли говорить, что бизнесмены и те, кто занимается бизнесом сегодня, претендуют на роль такой себе бизнес-элиты? То есть можем ли говорить, что у нас уже появилась какая-то своя бизнес-элита, которая задает тон и имеет свое весомое слово? Вот, Мне кажется, бизнес-элита, она была еще до нас. Она до сих пор еще держится, а мы те, кто хотим и задать... Для чего мы задаем эти какие-то тренды? Для того, чтобы как-то выделиться из общей массы, для того, чтобы нас заметили, и мы могли продать свой продукт, так скажем, да, в любой сфере. Вот. И хотелось бы, конечно, в будущем быть там, на вершине пищевой цепочки, как минимум в Крыму. Вот, но пока это об этом очень... У это пока каждого только же мечта. свой вот этот взгляд. Для кого-то твой потолок, для него это пол. И тут этот вопрос абсолютно относительный. Что быть элитой? Да, если в плане медийности, например, то в какой-то части можно сказать. А если это в про плане элитарность или про финансов, узнаваемость? Это смотря в каком ты обществе находишься. В одном Ну. обществе ты элита, в другом обществе ты пол. ну да. Да. Потому что даже как ты общаешься, а у меня были такие ситуации, это вот отголоски прошлого. Я на сезонах получил определенные навыки. Это раскрепощенность. Руслан знает. Эти навыки, единственный навык, вот колледж, школа, это единственное, что мне дало. Раскрепощенность. Я нечаянно разбил у брата машину, и пришлось компенсировать летом. И он мне пихнул продавать пиво, рыбу по пляжу. Мне это очень напрягало, но отдавать средства нужно было. Но это было круто. Мне там 3 недели, конечно, было очень некомфортно, но спустя время вот эти коммуникации, кому хочешь, и даже и сегодня осталось. Я могу подойти к любому человеку, у меня нету никакого там... С чего начинал Тимур Бейдеев, да? С продажи пива и рыбы в том числе. В те времена вот эти сезоны, если весь Крым жил, за счет сезонов. Нурбей, вы как считаете, можно ли уже говорить о том, что бизнес-элита, у нас появилась бизнес-элита? Яғни яш несілден айтсақ, мен да бұл шейіні көрмеймін. Почему? Потому что не понимают ответственности или, ну, скажем так, способ мышления еще не тот? Чүнки мына Тимурбей айтқаны кебі, яғни біз да өз яғни темелімізні более қави оларақ құрмадық. Яғни элита олмақ үшін, яғни сен енді білесің, мен мына бұл ерде тұрам, бұл менің yönelişim, bu cihetten meni herkes tanıy, bile ve bu yönelişten en muvaffakiyetli benim. Yani o taraftan men endi özümni elita sayacağım. Lakin bugün men böyle yapam, yarın başkaca yapam. Bu ciddi değil men belesem. Şimdiki yaşlarımızda iyi. Böyle bir şey yok. Ciddi. Поиск себя? Biz bunu da ciddi almayız. В целом, наверное, даже не стоит там за этим гнаться. Ты просто когда делаешь свое и делаешь с Biz энтузиазмом. bunu özümüzge aytmayacağız. Başkaları korup bunu aytacak. Men öyle düşünüyorum. Сама такое, но самоанализ все равно нужно же проводить, Эльбетте. правильно, для того, чтобы понять, кто ты и какую нишу ты занимаешь. Ну что ж, чох сагумус вам за этот разговор. Было очень интересно, как всегда, мало времени для того, чтобы обо всем поговорить и, может быть, поделиться еще какими-то интересными, скажем так, эпизодами жизни. Должна сказать, что определенно бизнес, крымско-татарский бизнес, он меняется, и самый главный инсайт, который мы сегодня получили, очевидно, что этому крымско-татарскому бизнесу пора выходить далеко за пределы какой-то собственной аудитории, не бояться транслировать свою, скажем так, традицию вовне, не бояться ее успешности и конкурентоспособности. Очевидно, в этом тоже есть наш успех. Ну и самое главное, образование, оно в любом случае нужно для того, чтобы это такой себе фундамент. И наши бизнесмены как раз-таки подтвердили этот факт. Так что учимся, продолжаем тиражировать наши символы, продолжаем тиражировать нашу традицию и добиваться успеха. Чох сагунс, это был проект Меркес, Горушкенджи.